Тема следующая. Вопрос. Можно, правда ли ничего нельзя ли сделать? Нельзя ли что-то сделать? Мы встречаемся с ситуациями, когда тебе кажется, и ты думаешь, что в этой ситуации нельзя, в этой ситуации уже ничего нельзя поменять. И я уверен, что большинство из вас, и ты же, кто смотришь в интернете, ты не только думаешь, но ты уверен, что в той ситуации ничего нельзя сделать, ничего нельзя изменить. И так же самое было у Яира. Марка Евангелия в 5 главе. Он пришел к Иисусу, он на коленях просил: иди, исцели мою дочь. Его дочери было 12 лет, у нее была неизлечимая болезнь. Единственное, кто мог спасти, это Бог. Он верил, что когда Иисус придет и исцелит ее. Но пока они были в пути, в то время не ездили на БМВ, и дороги не были еще до этого. И сейчас тоже в Латвии невозможно на этих дорогах ездить на БМВ. Пока они были в пути, от близких людей синагог были высланы люди и сказали ему, что Яиру, что его дочь умерла. Ему говорила, что уже ничего нельзя сделать. И они говорили: дочка умерла. Это та ситуация, которая из нас, у каждого такая ситуация есть. Ты знаешь, тебе даже в разуме, тебе, может быть, мысль какая-то приходит, но ты знаешь, что уже ничего нельзя сделать, человек уже умер, но ты знаешь, что Иисус есть Господь над живыми, Господь и над мертвыми, что Он может воскресить, что Он жизнь. Иисус ответил: не бойся, только верь. Марка 9:22 написано: «Кто может все, кто верит, потому что у Бога нет ничего невозможного». Не бойся, только верь, только верь. Другими словами, я перефразирую, люди, которые видели эту смерть и пришли к Яиру, они говорили: ничего больше нельзя сделать. Иисус сказал: есть вопрос, нет. Иисус говорит, что можно сделать. Я Господин над каждой ситуацией, о живых и мертвых. Я Воскреситель, я жизнь. Не бойся, верь только. И когда Он пришел в дом Яира, люди, которые там были, когда Иисус им сказал, что дочка не умерла, а она жива, он думал, что над ним смеялись, люди над ним смеялись, и смеялись тоже на Яира. И родители смеялись. Он взял только близких своих и своих ближних, и девочка встала, ее покормили. И там люди были неугодования, они не верили, что кто-то такой вообще. Друзья, из каждой ситуации безвыходной есть 3 выхода. Есть 3 выхода. Вопрос, ничего ли нельзя сделать? Это вопрос неудачника. Это тех людей, которые не верят, которые уже потеряли веру. Это такое мышление. Я верю, что в любой ситуации можно что-то делать. В любой ситуации можно что-то делать, чтобы исправить эту ситуацию. И воскресение мертвых в этом случае
это не Божий разум, чтобы поднимать из мертвых, потому что так написано, что один раз умереть и один раз жить. И один раз только жить и один раз умереть. И потом один идет на небеса, и один идет в ад. Это зависит от того, знал ли он Иисуса Христа. Иисус продемонстрировал, что я велик, и даже над смертью. Он поднял Лазаря из мертвых, который уже 4 дня был в гробу, который уже начал разлагаться. Это уже были, он даже запахи из него исходили, уже трупа исходили, и он воскресил Лазаря, и он сказал ему: выходи, у Бога нет ничего невозможного, у Бога нет ничего невозможного. И такой вопрос, можно ли что-то сделать? Вопрос может быть нормальный, но нельзя, что в этой ситуации ничего нельзя сделать. В этой ситуации это неправильно мысль, что ничего нельзя сделать. Я вам покажу несколько примеров. Я не знаю, может быть, кто-то слышал такого человека. Может быть, кто-то слышал? Бруно Янович, может быть, кто-то слышал? Бруно Янович. Кто-то слышал? Поднимите, если кто-то слышит. Один человек знает. Один человек знает. Прекрасно. Я в Ютубе смотрел интервью с ним, и первое, что он сказал, я своими словами скажу. И он не понимает тех латышей, которые говорят, что ничего нельзя сделать. Я этим человеком не знаю, верит ли он в Бога, но факт, но он... Кто-то, что он за человек? Это не чудо, что вы его не знаете, потому что он человек, который что-то сделал, когда другие считали, что ничего нельзя сделать. Он что-то делал, он верил, что можно что-то изменить, что он верил в светлое будущее, он что-то делал. И то, что он сделал, это, может быть, не нужно. Я так не считаю. Это нужно было, это правильно. Он сделал те шаги, которые он мог сделать. Что он сделал? Он надел... Он во время ПСРС он поднял латвийский флаг, поднял. Уже чекисты выбежали, чтобы его застрелить, чтобы его оттуда снять и застрелить. Он успел поднять этот флаг, и люди были, которые видели. Даже насколько глупо это ни казалось, люди это видели. И почему не знаем его, почему только один человек знал о нем? Потому что как наша нация, народ, в основном, нет только некоторые люди. Почему у нас такие проблемы, что уже все время кто-то хочет нас завоевать? Потому что мы ничего не можем делать. Вот почему. Вот эти обстоятельства очень тяжелые, эти народы очень большие. И здесь ничего нельзя сделать. Нам только остается поддаться и сдаться. Но есть люди, которые так не считают. Я один из тех. Я считаю, что в любой ситуации есть выход, и можно что-то делать. И этот человек что-то сделал. В 1969 году, 27 июня, о том, что он поднял латвийский флаг, ему 7 лет. В тюрьме нужно было сидеть. Я знаю, что в Либудже тоже был случай. Я был маленький парень. Моя мама меня послала. Знаешь, даже сметану нельзя было просто купить. Везде были фермы, везде были свиньи. Но не было, например, сметаны, не было мяса и не было яиц. И нужно было с утра идти в очередь стоять. Я остановился. Там был интересный флаг, который я не знал. И люди смотрели на этот флаг, я его видел. И этих людей поймали. Их поймали.
И организатора мы тоже осудили сейчас, и он на свободе. Я тоже ближе к нему больше ничего не знаю. Ничего нельзя сделать. Знаешь, почему мы в такой ситуации? Потому что многие, которые не могут ничего делать, когда один что-то делает, остальные ничего не будут делать. Понимаешь мысль? Есть люди, которые осмеливаются, которые понимают, что есть возможность, что есть что-то возможно изменить, но большинство масса уже смирилось с тем, что они ничего не могут со своей пустотой, что здесь ничего не можно сделать. И такие люди, которые делают что-то, их считают странными. Я не знаю, как ты думаешь, но здесь чтобы ты думал по-другому. В каждой ситуации можно что-то изменить. Всегда можно что-то сделать, всегда есть выход, потому что с Богом нет ничего невозможного. Потому что тот, кто верит, все может. Павел говорит, что я могу все, в Его силе могу все, который меня делает сильным. Эти примеры не нужно так, эти примеры иллюстрируют и показывают веру в Бога. То, что мы делаем или не делаем. Мне, например, такие люди, меня фасцинируют, такие люди, которые позволяют что-то такое сделать. Он ясно знал, что он будет сидеть в тюрьме, но он все равно это сделал. Еще будет несколько иллюстраций и еще сильнейшие события. Что я думаю, никто не будет знать. Может быть, только несколько людей будут только знать, потому что человек слепый, может быть, кто-то будет знать. Но я говорю, я смотрел, сколько есть информации в интернете, и я посмотрел про этих людей. Я понял, что только очень мало информации об этих людях, потому что никому такие люди не нужны. Почему? Почему не нужны? Потому что это норма нашего народа. Здесь мы уже ничего не можем сделать. Знаешь, что, например, Карлис Улманис? Но это первый президент Латвии, Карлис Улманис. Когда ПСРС поставил ультиматум, добровольно, хотя армия была готова бороться, он добровольно отдал нашу страну. Ты знаешь, по радио он говорил любить оккупантов, и примерно так. Ты знаешь об этом? И ты знаешь, вот это, наверное, ты знаешь. Почему такое решение? Здесь уже ничего нельзя сделать. ПСРС, они убили несколько людей. Они продемонстрировали свою силу. Политики, куда каждый в свою сторону. Они думали о себе и о других вариантах. Политика — это такая вещь, которая на компромиссах основана. Единственное, первое, то, что нас защищает, это армия страну. Первое, что защищает, это армия. Тот, кто думает, что не нужно обязательно армию, потому что эта армия такая маленькая здесь, что она не может ничего помочь. Многие так думают. Но когда оккупировали Литву, Польшу, Эстонию, Латвию, Швеция, здесь сама страна, она ни о чем особо больше. Она практически такая, как и наша. Она боролась. И до этого момента Швеция, она независимая страна. Она боролась за свою свободу.
такие, какие мы сегодня, и наша страна зависимы от того, какой наш народ, не только латыши, а вместе. Народ Латвии, мышление. Мы те, кто можем или не можем. Друг, всегда можно что-то делать. Всегда есть выход. И еще, почему нам, если не будем говорить о таких глобальных событиях, но лично тебе, почему тебе кажется, что ничего здесь нельзя изменить, заболел, карантин, денег нет, отношения испортил, служение закончилось или в браке что-то не... Почему ты думаешь, что ничего нельзя сделать? Одна из причин — твои внутренние эмоции, ощущения. Например, два человека любят друг друга, и он вдруг почувствовал, что он не любит этого человека. И он или она, он чувствует, что он его не любит. Если ты не любишь это, ты не можешь уже так поступать к нему, как это правильно было бы. Служение, ты лидер в группе. Ты любил людей, но ты чувствуешь, что тебе становится тяжело, ты чувствуешь внутри, я не люблю этого уже. И тебе свой бизнес, или тебе свое занятие, или хобби какое-нибудь, или, может быть, как ты зарабатываешь, способ зарабатываешь, и что ты любишь. Сначала ты любил это, тебе это нравилось, тебе за это платили. Все стабилизировалось, все вошло в рутину, и тебе казалось, почему мне дальше, мне хватает одного салона, мне, например, годится один киоск. Зачем мне больше что-то делать? Я не чувствую, что мне нужно что-то больше делать. Потому что люди делают то, что они любят делать. В основе, и это правильно, мы не можем достичь больших достижений в той сфере, которую мы не любим. Но в этот раз не будет ощущения зеленый свет, вот я не чувствую так, поэтому я поступаю так или так. Что тебе внутри перестал что-то любить, это не значит, что ты перестал любить. Просто тебе что-то не хочется приходить на служение. Я сегодня не хочу идти на служение. У меня нету такого желания идти на служение. Я людей слышу. Он приходит уже несколько лет в церковь, и он говорит, что меня больше не проговаривает. Я пришел уже несколько лет, говорил, мне нравилось, как пастор говорит, мне нравилось прославление, мне все нравилось, и вдруг нет этого больше ощущения. Ты не чувствуешь, что это любовь, это горение, тебя больше не проговаривает. И ты начинаешь, что это не твое место, что ты уже не любишь, что тебе Бог уже ничего не может дать. Это не твоя жена, это не твой муж, он тебе ничего не может дать, это не твоя работа, это тебе не может делать, это не твой бизнес, это не твоя группа, это не твое служение. Я это не люблю, я ничего не чувствую. Я хочу тебе объяснить. Это не значит, что ты любишь, не любишь. Любовь — это агап, это с разумом связано. Я решил, и я люблю. Я решил, и я люблю со своей волей. Я решил и принял. И ощущением это так, чтобы ты мог. Я не скажу эту формулу, но я тебе объясню. У меня откровение это пришло, когда я бегал. Мы сижем по красивым Сигулде тропам, особенно красивее там весной. Это такой вопрос. Как ты думаешь, почему весной мои тропы в Сигулде красивее или летом? Кажется. Что такое красота? Почему так?
Ответ уже ясен. Когда я жил в темноте зимой, что нет ни одного цвета, нет ни солнца особо. Если мне не было бы дома кто полил цветы, я никогда не поливал цветы. Может быть, я солгал, может быть, в детстве мама когда-нибудь заставляла, я так реально так никогда не делал, не поливал цветы. Это как когда зима, ты начинаешь любить лето. Когда летом были жаркие дни. Но не для тех, кто лежал на пляже, но ты работаешь тяжелую работу или в офисе сидишь в горячем. И в горячие 3 недели такие жаркие дни, выше 30 градусов в Латвии. О чем ты начнешь думать? А сегодня такую эпоху. Я люблю то серое, холодное время, все меняется. Эти эмоции, они не постоянны, они будут, но это не значит, что ты не любишь зиму, если лето. Просто ты любишь, но внутри ты ждешь уже лето. Когда будет лето, ты уже начнешь ждать уже зиму. Когда весна, ты уже ждешь осень. Это такой цикл. Человеку внутри здесь, ему не будет правильной. Это эмоции, это любовь к чему-то. Это все хорошо и нужно, но без этого ты не можешь достичь какие-то достижения. Но не останавливайся тогда, что тебя не проговаривает, что у тебя нет силы уже, что ты уже не чувствуешь. Продолжай делать начатое. Придет весна, и будет лето. Будет осень, и будет зима, и то все не изменится. Поэтому не говори, когда эмоции начинают неправильные быть. Я не жду сейчас зиму. Я не жду сейчас зиму. Но если бы я был бы такой человек, который нравится лыжах кататься или на коньках, я бы ждал зиму. Но так как я люблю лето, я не жду зиму. Но когда приходит осень, и нет снега, и все такое серое, ты ждешь снега. Ты хотел, чтобы все стало светлее, чтобы все было красивее, правильно? Это не значит, что ты не любишь осень. Это значит, что ты любишь все эти Есть какие-то моменты, когда ты что-то не чувствуешь, и люди вот в эти моменты впадают, я не чувствую. И тогда вопрос, я не могу ли ничего вообще сделать? У меня нет этого вообще такого горения. Я не могу дальше идти, потому что у меня нет желаний. Пастор учит, что нужна любовь к этому занятию. Любовь, она связана с разумом и волей, и потом только эмоции. Но без эмоций далеко не уйдешь. Продолжай ждать весну. Свое время весне, свое время осени, свое время лета и зиме. Всему свое время. Итак, с любовью и с ощущениями, так же само, как с временами года. Это все меняется. Ты любишь, не любишь. Ты любишь все время. Я люблю все. Времена года. И кому-то кажется, что он не любит свою домашнюю группу, не любит своего лидера, не любит своих друзей, не любит свою вторую половинку, не любит свое служение или то, что он делает. Хорошая новость — это то, что ты еще до сих пор любишь. И еще только просто осень. А потом будет зима. А потом будет весна. И потом будет снова лето.
Когда ты не чувствуешь изнутри что-то правильно делать, здесь ничего нельзя сделать. У меня просто есть, я такой создан, я не чувствую, поэтому я не делаю. Не нужно делать, потому что ты чувствуешь или не чувствуешь, потому что нужно делать, потому что это правильно. Я слышал по радио рекламу. Я уже несколько раз ее слышал, я уже, наверное, упоминал, я понял эту всю систему. Радиореклама звучала, она несколько раз звучала. Рекламируют университеты. Я не скажу, например, какие именно университеты рекламируют. Они говорят, что в какой-то школе, где получить, что 70% из их абсолвентов зарабатывают больше, чем 700 евро. Потом, чем 700 евро. Дворник может заработать 700 евро. Зависит от того, какой Я видел таких, которые очень все красиво сдувают, у них большие территории, они хорошо зарабатывают. Те, кто чистит улицы, 700 евро. Что это за образование? Это юристы, экономисты, гуманитарные знания, социологи. Почему эти школы рекламируют юристов и социальных? Почему только такие рекламы? Ты можешь подумать, почему так? Потому что бизнес и политическому элите нужны рабочие, которые будут действовать с их финансами, которые будут работать над людьми, с этими вот всеми науками. Что они будут все говорить, что мужчина это может быть женщиной и наоборот. Он будет тебя учить от сердца, что детям нужно секс хороший, что хорошие разные вещи, что педофилию нужно будет легализировать. Я не говорю так, что все так и будет, но такие вещи могут быть. Ты учишься, тратишь свое время и работать, потому что ничего нельзя делать, только то, что предлагают. Мне нужно идти в начальную школу, мне нужно отсидеть, потом, может быть, родители меня поставят куда-то в какое-то высшее учреждение. Бизнес. Не в твою пользу ты будешь работать, а ты рабочий в системе, не в твоей системе. И тебе будут платить за это зарплату. Будь больше зарплаты, чем у дворника, может быть, как у которого дворника. Потому что все нынешние бизнесы, все в Латвии никакой бизнес нельзя начать, потому что все заняли. Знаешь, это такая ложь. Это такое. Я лично, как пастор, я не говорю, чтобы идти в какую-либо школу. Вы можете делать это. Вам не будет ты там говорить, я не говорю, что нужно не социальные, не гуманитарные, не экономисты, никакие вот эти вот. Что у нас еще тут было? Юристы. Не нужно. Не нужно. Знаешь, какая есть нужда? Нужно тебе начать с нуля и начать свой бизнес. И вот здесь возможностей столько. Даже у нас несколько салонов открывают, это не значит, что нет. И это будут делать то же самое. Клиенту все равно хватит, делай сколько ты хочешь. Потому что те делают маникюр, которые хорошие делают маникюр. Мало таких людей, которые делают хороший маникюр. Женщины, вы все довольны своим маникюром, который вам нравится? Очень последние тенденции. И там все красиво, там все стоит как нужно.
Моя жена довольна. Свой бизнес. Только свой бизнес. Чтобы эти все социологи и все эти экономисты, чтобы они работали у тебя. И тебе не нужно это если тебе нужны какие-то знания, чтобы руководить, если тебе нужно, тогда иди учись. Если только ничего нельзя другого сделать. Такая судьба, вот такая у нас в стране. Меня все украдут, мне все отберут, я не смогу ничего сделать. Мне нужны кредиты. И тебе не нужны кредиты, это от дьявола. Брать кредиты для бизнеса — это от дьявола. Это мои мысли. Только с нуля, начиная с 1 евро, может быть, с 10 евро. Только так ты должен с самого низа, из самого низа идти. И это возможно. Как ничего нельзя сделать? Я скажу Бруно Яновича словами. Меня раздражает те латыши, что ничего нельзя сделать. Только вот эти школы и все, и ты сидишь в одном кабинете, получаешь эту одну пенсию, а ты не хочешь свою страну сделать лучше, заработать кучу денег, нормально жить и давать людям работу. И те, кто учится, чтобы они учились для тебя, как тебе нравится. Я чувствую ваши мысли. И все равно ничего нельзя сделать. И в этом смысле ничего нельзя сделать. Поэтому я и здесь, чтобы вы могли осмелить, что можно что-то делать, что начни что-то делать. Это проблема. Нужно кредит большой, что тебе нужно только то, что у тебя есть. Только то, что у тебя есть сегодня, сейчас у тебя есть. Тебе этого достаточно. Я не говорю, что всем нужно бизнес подниматься. Я не говорю, что плохо работать юристом, но это такая тенденция. Экономист, юрист — это хорошо, но подумай, что лучше и что больше подходит христианам. Или у кого-то где-то, или у тебя лучше, когда ты даешь людям работу. Что нужно больше в нашей стране? Такая реклама была, что у нас ты будешь учиться, и ты можешь конкурировать в европейском, в рынке европейском. Ты сможешь конкурировать. Тебе же с самого начала цель учиться, конкурировать, чтобы тебя взяли бы у кого-то. Сколько там тебе будут платить с самого начала, может быть, в конце будут больше платить. Что те конкуренты будут? А ты не хочешь быть ради которого конкурировать, ты давал бы людям. Что лучше, когда ты даешь работу людям или тебе дают работу? Но только не тебе. Но что для нашей страны лучше? Давать или только брать? Что лучше? Давать. Бог благ. И Церковь Христос послал. Это правильное место, где ты можешь что-то сделать. Аллилуйя. И нынешний бизнес открыт. Если тебе нужен ритуал, например, смотри, во имя Иисуса я приказываю всем бизнесам нынешним открыться. И тебя нету, дьявола нету никаких воли. Спасибо, Бог, что ты благословляешь, и что дальше будет происходить. Теперь веришь? Бизнес, ниши открыты, любые. Продавай воду, делай все равно, что иди с реки, с крана и продавай. Самая лучшая вода. Хоть из реки. Самая вкусная. Который есть у него, что-то напиши хорошее. Вода. Бог благ. Смотри, примерно 90 людей будут тоже такие 90%, которых людей убивает. От кого тебе нужно бояться?
такого, от кого тебе нужно бояться? От близких или от людей, которые дальние? Потому что 90% людей, которые пропали, их убили ближние люди. И второй вопрос. Кому ты должен прощать? Этим 10% и 10% тех, кто вообще не вмешивается в твою жизнь, как в России. Например, как в России враг — это НАТО, Америка — враг. Недавно я слышал человека, который был в Америке, он вообще не слышал ни разу, как о России враге. Нужен какой-то враг изнаружи. Кому тебе нужно прощать, кто тебе нужно любить, снаружи кого-то или ближайшие люди? И откуда ты получишь разные обиды? Где у тебя будет проблема? С какими людьми у тебя будет проблема? В домашней группе твоей, с твоим лидером, с пастором, может быть, с твоими ближайшими людьми в семье, мама, там, отец, в школе, в церкви, там, коллеги по работе. Я не могу простить, потому что я не чувствую, что я простил. Я не чувствую, что я могу простить. Я не чувствую, что я люблю этих людей. Я не могу простить. Прощение. Что такое прощение? Это решение. Решение. Я не могу простить, потому что я не чувствую. Я не простил, потому что я не чувствую. И не нужно искать абстрактные такие. Здесь, например, рядом есть люди, с которыми ты должен отрегулировать отношения, ты должен простить. Я не чувствую. Я не люблю. Может быть, здесь ничего уже нельзя сделать? Всегда можно что-то сделать. Всегда можно что-то сделать. Смотри пример. Например, дом, где я живу, для меня она уже такая, там что-то каждое лето ломают, что-то делают, вокруг строят дома. Там они построили детский, второй там день. Сейчас нам тоже строят еще один дом рядом. Там шум такой. Там меняют трубы, там меняют окна. Каждое лето что-то делают, ремонтируют. В этом лете я думала, что будет спокойно, что уже все сделано, что дом уже все сделано, все уже красиво. И единственное, тот дом строят там рядом. Несколько дней назад, на этой неделе, в понедельник, я так хотела отдохнуть после первый день, был такой еще, я думала, хотела отдохнуть, посплю туда. Время внизу, сосед начал делать ремонт. Он выбивал стены. Он ничего не сказал. Я не выспался, ничего не сказал. Я хотела отдохнуть, я хотела... Куда мне идти? Сегодня нет такого дня, когда ты можешь там идти загорать. Так выглядело. Я там начал ругаться дома. Я думала, этого человека, он мне не нравится. Он уже в прошлом году ко мне будет немного шума, а то в прошлом, тогда он выбил стену в кухне, тогда он ремонт сделал. В этом году он опять начинает, он в балконе что-то ремонтирует. Я спрашиваю, они долго будут ремонт делать? Они только сегодня начали? Потому что она тоже ремонтирует сумку. Только она не стены, она только окна меняет. Это так. Я вышел на балкон, смотрю, соседи идут. Соседка, я показываю, там все уже уничтожено. Это уже невыносимо, это уже шум уже. Там они все это делают. Сосед останавливается, они видят, а у тебя есть разрешение? А ты получил разрешение? У меня все есть.
меня не было варианта. Я выехал на озеро. На улице было холодно, но вода была теплая. И через озеро, там такой Мартин Эсер, там такое искусственное озеро, но через озеро я никогда не выходил там наружу. Я туда-обратно плыл. Я никогда там не выходил, не было такого. Меня ничего там не интересовало. Но я знал, что там есть, что там есть. Вот там лес, что там есть, там или что там такое интересное. Я плыву туда, и нужно как-то расслабиться от этого всего. Я, может быть, это все драматизирую, но, может быть, что-то добавил. Не может быть, это... Но мне это очень не нравилось. Я понимаю, что это каждый день будет. У меня отпуск уже начался, мне нужно отдохнуть. Мне нужно сидеть. Библию нельзя почитать. Нельзя почитать Библию, ты не можешь помолиться. Музыку ты не можешь послушать, потому что шум ужасный. Я вышел из этого, и что я там увидел? Там не просто... Там очень большое место, где там для каждого латвийского бога сделан. Там тоже Иисус был тоже сделан. Там разные камни. Там настоящее идолопоклонство. Там всякие вещи, нужно говорить, что ты... Там такой уже комплекс. И там большой комплекс для идолопоклонства. Там все красиво сделано. Я в интернете покопался, и наша женщина, она получила такую из высших сил, чтобы сделать это. Она делает... Там люди, наверное, исцеляются с их методами. Они как... Там очень все серьезно, там всякий для каждого идола свой там стул поставлен. Это такая закрытая территория, там написано закрыто. Там написано закрыто. Но знаешь, Павел говорит, что все, что нечисто, ты думаешь, что это нечисто. Я ходил, мне так интересно, и я увидел. Я фотографии не хочу показывать, но это не было этическое место. И теперь все поедем, посмотрим туда. Там можно с другой стороны тоже подойти к этому месту. Я смотрю, 3 метра вышиной, 2-3 метра вышиной. Там такие темные такие, у них лица такие странные. Я смотрела на эти как бы существа, что Иисус... Там было тоже написано, что Иисус учит прощает, но что учит прощать. И что там очень было все правильно написано. Там было все написано правильно. Если ты там не прощаешь, ты открываешь зло, и ты другим делаешь плохо. И дальше написано, выбери одно из этих лиц, и кто тебе сделал плохо, и прости ему, и все будет очень хорошо. Я теперь смотрю, кто из них будет мой сосед. Я выбрал его и сказал. Там было еще написано, что нужно там его поприкоснуться. Так далеко я не пошел. Да. Я посмотрел. Это мой сосед. Я тебя прощаю. И мне легче стало. Третья часть дня у меня была такая... Ты не можешь не помолиться, ты ничего, шум такой дома. И потом в последнее дерево, я подхожу к последнему дереву, и там зеркало на дереве. Там зеркало. Ты посмотришь на это. Ты посмотри на это. Я простил себе, что я злился на них. И еще раз мне пришел мир. Я плавал обратно, правильно же? Я лучше приплыл, чем у меня была водяная роза в зубах.
меня была водяная... Там была водяная роза, я оторвал ее и плыл назад с розой во рту. Мне стало легко до этого момента, хотя внизу мне это не мешает, хотя там есть уже стены уже не ломают. Там уже один балкон сломало, там еще один больше под нами именно балкон. Я не знаю, будет ломать или нет. Он уже как-то не мешает, мне уже хорошие отношения с соседом. Нет так, что мне хотелось бы встретиться с ним, но это все изменилось. Я еще раз себе напомню, что Бог мне напомнил, что не виноваты обстоятельства, что только виноват ты сам. Нельзя ли ничего сделать? Что я сделать? Бог молится вокруг шум, обстоятельства. Если я живу в прощении и в любви, не только на ощущениях, но и на решениях, я буду жить в гармонии, и ничего не будет мешаться идти вперед. Вот окружающие люди, которые тебя влияют, негативный, позитив, с которым ты должен жить и который ты должен любить. Не только ощущая это, но и принимая решения, прощая и себе, и людям. Можно делать. Всегда можно что-то сделать. С каждого безысходной ситуации есть 3 выхода. Я победитель. Аллилуйя. Воздай славу Господу. Вина нет ни в обстоятельствах, ни те, кто ломает, или только в самом. Аминь. Дальше. Будут факты из латвийской истории, но это очень хорошо объяснит тему или почти закончит тему очень хорошо. Это слово, наверное, много слышали. Это слово, наверное, многие слышали. Кто слышал это слово? Литене. Кто слышал такое слово? Кто знает, какие события происходили там? Только несколько людей знают, какие там события происходили. Только несколько людей знают, какие события там происходили. Сейчас там лес. Когда-то там была латвийская армия. Это первая армия. Латвийская армия. Там училась армия. Там никогда никаких деревьев не росло. Сейчас там деревья, лес. Вот. Карлис Улманс, он предал Латвию, он отдал Латвию Советскому Союзу. Он сказал, дружите и уважайте их. Они вошли с войска, большой войск вошел в Латвию, и наша армия, и там у нас тоже была армия, не шла речь о депортациях, была речь о том, что эту армию отпустить, от армии отпустить и частично часть включить в армию Советского Союза. Но как на самом деле произошло? И почему я говорю об этом сегодня? Это происходило в это время. С 14 по 28 июня, но сами события начались уже раньше. Чекисты, наши главные армии, персонал, они на учения. Там нормально говорят, у тебя будут учения, ты будешь в армии Советского Союза, тебя будет и там на базе армии, там туда привели солдат наш. Что происходит дальше? В 1941 года, июнь, я прочитаю из Википедии, там так красивая дефиниция. В Литене было... Там убили
убивали этих людей, военных, и там и высылали их выслали их, часть застрелили, часть выслали, и там убили примерно 50 убили, и примерно 600 людей выслали, и многих убили вне Латвии. Что они сделали? И как это выглядело примерно? Ты, например, на учении в армии, ты в этом месте, и вдруг говорят, что будет учение, так, то они все собирались и поехали на учение. До этого все это, чтобы никто не мог убежать, вокруг нее специальный коридор людей был там. Там пропускали этих один направо, другой налево. И как это все происходило? Ты идешь через коридор людей, и тогда тебе говорят, тебя ставят на колени и отнимают все оружие. И тогда одних туда, других туда, одних выслали, других застрелили. Вот так все это происходило. Фактически, это было ужасное. Это был ужасно такой поступок. Если бы я не был бы Божий, я бы им не простил вот этот поступок. Его так уже трудно понять. Добровольно ты сдаешься, но все равно тебя уничтожают. И так противно тебя предают. Это могло бы так не быть, потому что из-за Улманис решения война была все равно была бы важно, как умирать в лесу, когда тебя просто убивают, или когда ты защищаешь свою родину. Есть разница, и очень большая разница. В любом случае, ты умираешь. Есть два человека, которые противились. Один из них из Лиепаи, Фридрикс Фелманс. Может быть, сейчас там происходит выставка, где он упомянут, или несколько дней назад. Почему таких людей не говорят о таких людей? Потому этих людей никто не говорит, потому что это менталитетность латышей, что мы ничего не можем сделать. Почему говорить о таких людях? Нам не нужно это повторять. Куда мы будем полезем? За что мы будем бороться? У нас так и так хорошо. Я видел такую шутку в Твиттере, что Латвия сейчас будет бороться. Она будет последняя страна, которая будет бороться с Европейским Союзом, чтобы остаться. Потому что возможно, что другие страны тоже выйдут из Евросоюза. Почему нельзя бороться? Можно бороться. Можно постоять, можно победить. И вот этот Фридрик Фелман, я слушал интервью, его сын рассказывал, как все произошло. Когда рассказали об этих учениях, что, их вызвали на учение, до этого в армии отпустили домой, они их там, и вторую половину там они этих людей рассердцевали, и часть в армию добавили, чтобы не было никакого. Что в тот день, когда их везли, он чувствовал, у него было в голове немного. Он видел, он спрятал оружие, когда его вели через этот коридор, и когда отобрали, он вырвал свое второе оружие и застрелил одного человека, он застрелил.
Он застрелил одного, потом он звал: боремся. Все остальные были рядом. Он первого убил, и будем бороться, и будем убегать. И что произошло за этим? Ничего. Он был только один голос, один, который стоит до конца. На принципе, это моя сторона, я не буду сдаваться, я буду бороться, я не буду отдавать. И он верил в свободу, и он верил, что можно было что-то сделать. И я думаю, что можно было что-то сделать. Можно было что... Это была армия, они были обученные люди, могли бы что-то сделать. Эти фактически были... Они испугались, они уже... Там уже ничего нельзя сделать, они уже смирились с этой ситуацией. Так же самое, как этот Бруно Фредерик, об этом втором человеке, который его звали. Он лейтенант. И Арвид, и о нем я вообще ничего не нашел. Хотя таких людей у нас уже так мало, вот этих героев. Таких людям нужно рассказывать больше, чтобы поднять дух Латвии, народа, чтобы поднять самооценку, патриотизм, о том, что что-то мы есть, что мы кто-то есть, что мы можем что-то сделать. Вот это фактически все, что я хотел сказать. Сами сделайте вывод, какое мышление нашего народа. Какие мы есть, и какие мы можем быть, и каких Бог хочет нас видеть. Ты не создан для рабства, не для свободы, ты создан для свободы. Ты не создан для болезни, бедности, ты создан для того, чтобы у тебя была полноценная жизнь, такая Божья воля. И интересно, как они могли это сделать? Как они могли нашу армию так просто уничтожить? Знаешь как? С ложью, с помощью. И тоже с тем, что они поверили просто. Ничего же нельзя сделать, нам нужно идти и делать, как нам говорят. Нам нужно идти делать то, что нам говорят. И фактически с ложью туда завели, чтобы убить. Ты знаешь, что евреям, когда они попали в камеры газа, где их уничтожили, знаешь, куда они шли? Они в душу шли. Знаешь, куда они ехали? Они ехали за границу на работу. Они добровольно это делали. У них была возможность бежать. Они не делали, потому что ложь, что на работу, что в душе, от которых... Поэтому так же самое с ложью нашу армию уничтожили тихо. Даже их многих сейчас не всех выкопали, нашли. Даже это место не нашли, где все они спрятаны там. И интересно то, что до этого, в 1939 году в Польше убили 20 тысяч людей, 20 тысяч, 8 тысяч лейтенантов. Там убили военных в таком же самом способе. И в латвийской армии информация была, какая-то информация была об этом. Но это не было официально подтверждено. Это было вот доказательство. Люди слышали, что так может, но это так не может. Что такое может произойти? И с нами это не произойдет, это не может быть. И они идут. И даже сейчас ходят разные слухи где-то в прессе, что детей выбирают из семей, из нормальных, что из нормальных сейчас. Но был такой момент, когда выбирали детей из семей, шли, что говорили о том, что продают детей. Доказательства нет. Было доказательство. Только слышали что-то. То, что ты слышишь, где официально еще не признано, если вы это не признали государство или интеллигенция, или люди это... Но это не значит, что это неправда. Это не значит, что это неправда. То, что ты слышишь, евреи убивают в лесу.
Ты слышишь об этом, но ты идешь туда, но ты, потому что ты не веришь, но это правда, оказывается. Не все, что ты слышишь, это неправда. Не всегда, если тебе не говорят, там, не все, что-то это не значит, что это неправда. Этого не значит того. Например, есть легенда о том, что Гитлер был в Латвии. Что он был в Латвии, в 1941 году. Никто не сказал об этом, что он здесь был. Но латвийские, они нашли документ, он здесь был в Латвии. Хитлер был в Латвии, но никто об этом не говорил. Если кто-то говорит, что у тебя Хитлер здесь был, ты поэтому не поверишь. Но это не значит, что это неправда. И смотри, наша страна, она может дать только тем, кто хорошо знает историю. Если он не знает историю, если он не знает, он поведет нашу страну дальше, как и до этого было. Если мы не знаем правду и идем за толпой, и нас тоже ведут как скот на убивание. И то, что Иисуса Христа как Сына официально не признают, в школах не учат библейское учение, это Божий Сын, учитесь. То, что толпа это не признает, это не значит, что Библия неправда. И то, что Иисуса Христа не признают, только говорят о Нем, то, что люди в это не верят, это не всегда в толпе правда, потому что толпа, она зомбированная, это серая масса, которая не думает. Это не значит, что это неправда. Иисус Христос 2000 лет пришел на землю. Он Бог, умер за наши грехи, 3 дня был в гробу, воскрес, Он жив. И Он живет вместе с нами, и Он живет в нас. В 2000 году в моей ситуации я думал, что здесь ничего нельзя сделать. Наркомания, алкоголизм, безвыходная ситуация. Я пытался покончить с собой. Я тоже не мог это сделать, потому что я боялся ада. И последнее, что я мог сделать, ничего плохого не будет из того, что я помолюсь Богу. Я молился Богу. Я молился Богу о помощи до того момента, как я признал своим личным спасителем. И моя жизнь изменилась в один момент, потому что для Бога нет ничего невозможного. Это была безвыходная ситуация, которая изменилась в один день, в 1 секунду. Момент, когда я доверил свою жизнь Богу. Из каждой ситуации, из каждой безвыходной ситуации есть 3 выхода. И с Богом все возможно. И то, что толпа в это не верит, это не значит, что это неправда. Мне приходит фраза, когда у нас в Лимжу происходило служение, и там была Анна такая. Я там проповедую, я учу. Она хорошо на меня знала. Я один раз говорю ей, что я был тюремщик и пьяниц, только не ты, Мартис. Я не верю. Мне кажется, до сих пор она не верит в это, что я был... Это не значит, что это неправда. Иисус, Он жив. И это правда. И правда та, что в каждой ситуации ты можешь что-то сделать. Ты можешь процветать. Ты можешь не только ты сам, но ты можешь помогать людям. И всем в нашей стране. Аминь. Аллилуйя.
хочу пригласить тебя, если ты не знаешь как своего личного Спасителя Иисуса Христа. Если ты не отдал свою жизнь Ему, тогда сейчас у тебя есть возможность это сделать. И ты можешь сюда прийти вперед и вместе с церковью молиться молитву. И отдать свое сердце, отдать свою жизнь в самые лучшие руки, в Божьи руки. И своего Сына Иисуса Христа, который заплатил за тебя самую дорогую цену. Он излил свою кровь, Он заплатил полную цену за каждого из нас, чтобы мы были спасены, чтобы мы были исцелены. Если ты хочешь получить вечную жизнь Иисуса Христа в своем сердце, тогда я тебя приглашаю. Пойдем сюда вперед, и мы будем вместе молиться. Это для каждого человека самое важное решение. Если ты не чувствуешь, что тебе нужно прийти и что-то делать, ты можешь решить своим разумом, что ты хочешь отдать, что ты хочешь принять Иисуса Христа своим Спасителем. Иди смело. Может быть, есть еще кто-то? Мы будем молиться. Я буду молиться вместе. Вы повторяйте за мной. Это ваша личная молитва. Это разговор с Богом. И Он это слышит, и Он отвечает. Иисус придет и войдет в ваши сердца, и ваша жизнь изменится. Будем молиться. Всемогущий Бог, Ты, кто создал небеса и землю, все живое и меня, я прихожу к Тебе в молитве. Сегодня я принимаю решение верить, что Ты пришел на землю во плоти Иисуса Христе. Я верю, что Иисус Христос, Он Божий Сын, что Он от Бога пришел. Я верю, что Иисус умер на кресте. Он пролил свою кровь, чтобы искупить меня от грехов и от вечного пропадания в аду. Я верю, что Иисус был 3 дня в гробу, и 3-й день Он воскрес. Он живой и сидит у Бога по правую руку Бога на небесах. И через Святого Духа Он здесь вместе с нами. Иисус, я признаю, я родился грешным, в грехах жил, и сам не могу себя искупить. Иисус, прошу, прости меня, все мои грехи. Войди в мое сердце и будь Господином и руководителем моей жизни. Спасибо Тебе, Иисус, что с этого момента все мои грехи прощены. Все, что было, прошло. И я новое творение. У меня новая жизнь. Спасибо Тебе, Бог, что Ты живешь во мне. Мне принадлежит вечная жизнь. Во имя Отца, Святого Духа и Сына. Аминь. И вся церковь может воздать славу Господу.